Добрый день, 13:00, время новостей на АТР. 27 октября, 1338 день аннексии Крыма. В студии Искандер Меметов. Через час самолет с Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом должен приземлиться в Борисполе. Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа отложили прилет в украинскую столицу ради встречи с президентом Турции Реджеп Таyyip Эрдоганом. Встреча прошла в официальной резиденции президента в Анкаре. Об этом на своей странице в сети сообщил председатель крымско-татарского Меджлиса Рифат Чубаров. Заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз поблагодарили турецкого лидера за усилия по их освобождению, а также обратились к нему с призывом помочь десяткам других незаконно преследуемых, арестованных и осужденных в Крыму. Повышать уровень международной поддержки, санкций и давления на Россию – таковы сейчас намерения Украины. Об этом накануне во время трансатлантического форума по сотрудничеству с НАТО заявил Павел Климкин, министр иностранных дел Украины. Он отметил, что санкции и политическое давление на Россию работают, и их надо лишь усиливать. На прошлогодней Генассамблее ООН Украина добилась принятия мощной резолюции, в частности, о нарушении России международных норм и прав человека. Наступного року ми запропонуємо прийняття ще однієї резолюції, яка буде ще серйознішою, ніж попередня. В ній буде стверджено, що Росія не надала доступ міжнародним організаціям до окупованого Криму. Россия до сих пор демонстрирует пренебрежение правами человека. Федерация удерживает более сотни пленных на Донбассе и 38 политических заключенных. Особые притеснения испытывают крымские татары. Кримські татари не терористи. Вони не порушили жодної норми російського законодавства, але їх всіх заарештували. І ось це мізерний приклад того, який безлад зараз відбувається в Криму. Всі наші зусилля протягом останніх місяців призвели до того, що тепер Ахтем Чийгоз і Ільмір Умеров тепер звільнені із російського полону. І ми продовжуватимемо боротися за кожного, кто зараз ув'язнений Россией. Этот вопрос в том числе будут поднимать на встрече со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины. Курт Волкер с официальным визитом прибудет в Украину сегодня. Известно, что запланированы встречи с президентом, министром иностранных дел и другими украинскими чиновниками. Некоторые источники сообщают, что после встречи с украинскими чиновниками Волкер отправится на переговоры с советником Путина Владиславом Сурковым. «Мы заставим нас понять». Акция общественной инициативы «Крымсос» прошла под стенами российского посольства в Киеве. Активисты требуют от России расследовать факты насильственного исчезновения людей в Крыму. После оккупации крымских татар похищать стали чаще. Мы сегодня говорим о том, что как минимум 49 еще есть политических заключенных, которые находятся либо в Крыму, либо в России, отбывают наказание, либо ожидают суда. Это все крымчане, осужденные по политическим мотивам. Но кроме них есть 16 человек похищенных и пропавших, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. Под стражей до 12 декабря пробудет Сервер Зекирьяев, один из так называемой бахчисарайской шестерки задержанных крымских татар по делу Хизбут-Тахрир. Вчера апелляционный суд оккупированного Крыма рассматривал ходатайство адвоката смягчить меру пресечения для Сервера Зекирьяева. Слушания по-прежнему проходили в закрытом режиме. Адвокат заявил ряд ходатайств. Кроме процессуальных тонкостей, напомнил судьям, что его подзащитный отец 12 детей. Однако судья это не убедило, поэтому они оставили в силе предыдущее решение – арест. Учитывая длительность предварительного следствия по данной категории дел, дети могут просто оказаться на грани выживания. Суд выслушал мои доводы, однако, судя по итоговому решению, никакой оценки правовой этому дано не было. Киношные страсти из-за Матильды, уничтоженные ради фестиваля «Деревья» в Севастополе и билеты в один конец в ДНР. Смотрите далее коротко о других событиях в Крыму. Полиция Севастополя отчиталась, что взяла под усиленную охрану кинотеатры, в которых будут демонстрировать фильм «Матильда». Поэтому те, кто рискнут пересмотреть кино, будут чувствовать себя в большей безопасности. Премьерный показ фильма о пикантных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской начался вчера. Консервативное православное сообщество в знак протеста начало религиозные стояния, идеологом которого была бывшая подконтрольная Кремлю прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская. Сейчас она так называемый депутат Госдумы России. Поклонская жаловалась на фильм в прокуратуре
прокуратуру 43 раза. Она считает, что кино оскорбляет чувства православных, ведь Николай II канонизирован Московской церковью. Истерия вокруг фильма уже привела к тому, что сторонник Поклонской сжег кинотеатр в Екатеринбурге. А самая большая прокатная сеть «Россия» отказалась демонстрировать киноленту вообще. А российская «Троя» оказалась троянским конем для Севастополя. Ради фестиваля в историческом центре города коммунальщики уничтожили деревья фисташки туполистной и десятки редких кустарников. А для гостевой трибуны срезали часть холма бульдозерами. Фестиваль «Русская Троя» посвящен событиям Крымской Восточной войны 1853-56 годов. Тогда Россия потеряла свой Черноморский флот. Если туристы не едут в Крым, то попутешествовать предлагают самим крымчанам. Жителям полуострова, обделенных правом на зарубежные визы, выпала возможность посетить живописные терриконы оккупированного Донбасса. Такие рекламные объявления появились в Симферополе. Крымчанам предлагают насладиться туром в Иловайск, Макеевку, Старобешево. Пользуются ли поездки в прифронтовую зону среди крымчан популярностью, пока неизвестно. Активиста, который активно выступает за защиту прав политзаключенных, избили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает фейсбук-страница движения «Солидарность». На Владимира Шпицына напали возле собственного подъезда, отравили баллончиком со слезоточивым газом, сильно избили. Сейчас активист собирается жаловаться в правоохранительные органы. Владимир Шпицын активно участвует в организации протестных акций в Петербурге. Накануне участвовал в одиночных пикетах «Стратегии 18». Это связано с его гражданской позицией. Это нападение с его политической деятельностью. Владимир выходит ежемесячно на акции в поддержку политзаключенных, давая жесткую критику нашим властям. В какое именно время я возвращаюсь, я не говорил никому, даже близким друзьям и родственникам. Поэтому я абсолютно не ожидал ничего подобного. Снял, наверное, для отчета на свой мобильный телефон фотографии моего окровавленного лица и оставил меня там, так сказать, в луже, ушел. Ксению Собчак за решетку на 5 лет. В России требуют посадить претендентку в кандидаты в президенты России за ее заявление по Крыму. Несколько дней назад на пресс-конференции Ксения Собчак публично признала Крым украинским. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует бросить ее за решетку. Депутат от Российской Компартии Валерий Рашкин обратился с требованием в Генпрокуратуру, чтобы они дали оценку словам Собчак и проверили, не содержит ли ее речь призывов к нарушению территориальной целостности. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Защитить татарский язык в Татарстане. С таким требованием активисты пришли под здание Государственного совета Республики Татарстан. Сейчас в республике по решению прокуратуры татарский язык исключили из перечня обязательных предметов. Занятия в школах переводят на факультативную форму. Защитить статус татарского языка активисты пришли под здание Госсовета. Депутаты как раз проводили очередное заседание. Всем на входе вручили татарскую азбуку. Террористы на востоке страны снова применили реактивную систему залпового огня «Град». Они выпустили более 20 снарядов в районе Троицкого на Луганщине. В общем, враг 20 раз нарушал перемирие. Горячее всего было в Донецкой области. Бомбардирования направили огневую активность на приморское направление. По защитникам Гнутова, Водяного, Павлополя били из минометов. В Авдеевке преимущественно применяли крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. На Луганщине из гранатометов били по станице Луганской. Неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемиря. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. Очередными проявлениями русофобии считает кремлевский спикер Песков подозрение о причастности России к покушению на украинского нардепа Игоря Мосейчука. Накануне советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что следствие как одну из версий рассматривает российский след. В частности, подозревает возможной причастности к взрыву в Киеве Рамзана Кадырова. Откликнулся и сам лидер Чечни. Он опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что уже забыл о том, кто доказал, цитирую, начало цитаты, свое ничтожество, расстреливая портрет Кадырова. Конец цитаты. Игорь Мосейчук, тогда еще комбат добровольческого батальона, в декабре 2014-го записал видеообращение к Кадырову. Призвал убрать из оккупированного Донбасса своих наемников и пообещал бороться за свободу от Путина и Кадырова, за свободную от Путина и Кадырова Ичкерию.
Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! В ближайшее время выяснится, нужна ли Игорю Мосейчуку повторная операция. Об этом он сам рассказал в телефонном интервью телеканалу АТР. Кто совершил на него покушение, предположение нардеп больше не дает. Расследованием занимаются силовики. А также поделился своими планами. Сразу после выписки он собирается посетить родственников погибшего охранника Руслана. Перші кроки поїду на могилу до свого охоронця Руслана і до його родини, до його дочки. Оце мої перші кроки. Працюватиму, як і працював. Дякую. Зараз мене везуть на процедуру. Почуваю себе, розбитий. Вчера под вечер СМИ узнали о состоянии еще одной пострадавшей. Это была 56-летняя Надежда Тарасенко. Ее прооперировали. Шарик из начинки бомбы вошел в голову женщины на 4 сантиметра и раздробил череп. Она не приходит в себя после взрыва, который произошел перед проходной одного из телеканалов. 2 человека погибли, еще 3 были ранены. Прокуратура склоняется к версии покушения на жизнь народного депутата Украины Игоря Мосейчука. Асад виновен в применении химического оружия против гражданского населения. К такому выводу пришли эксперты ООН. Это касается бомбардировок города Хан-Шайхун в сирийской провинции Идлиб. Ядовитый газ «Зарин» был использован в начале апреля этого года и доставлен бомбардировщиком Су-24. Тогда погибли по меньшей мере 74 гражданских, еще несколько сотен человек отравились. В целом эксперты зафиксировали 33 случая применения химического оружия в Сирии, 27 из которых возлагают на правительственные войска Асада. Что касается остальных 6, до сих пор ведутся расследования. Твиттер запретил рекламу Russia Today агентства «Спутник» проектов, финансируемых Кремлем. Руководители соцсети объясняют, такое решение приняли из-за выводов американских разведчиков. При этом в компании заявили, что направили на благотворительность почти $2 миллиона, которые были получены от продажи рекламы этих компаний за последние 6 лет. Все эти деньги пойдут на исследования об использовании Твиттера во время выборов. В МИД России такое решение уже назвали нарушением свободы слова и пообещали принять меры. В январе этого года американские спецслужбы обнародовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы Соединенных Штатов Америки с помощью хакеров и СМИ, в том числе Russia Today, «Спутник». В Кремле эти обвинения отрицают. На 10 букв меньше. Казахстан переходит на латиницу. Президент Нурсултан Назарбаев подписал соответствующий указ. Сообщается, что переход будет поэтапный до 2025 года. Только когда казахцы окончательно получат азбуку с 32 вместо 42 букв. Впервые о намерении перевести письмо на латиницу Назарбаев заявил еще 5 лет назад. И сразу же поспешно заверил, новация не означает отказа от русского языка. Он в государственных учреждениях используется наравне с казахским. Президент отметил, переход на кириллицу в 1940 году был политически мотивированным. Раньше от кириллицы отказались 4 постсоветские страны – Азербайджан, Молдова, Туркмения и Узбекистан. Певица Джамала рассказала телеканалу АТР о своей первой новогодней песне, о мечте написать полный альбом на крымско-татарском и о том, как стала лицом кампании по предотвращению торговли людьми Международной организации по проблемам миграции. Компания использует ее песню «Путь домой». Что очень символично, певица и сама признает, на дороге к ее мечте стала аннексия Крыма, а восток Украины страдает от агрессии соседнего государства. С 2014 года к беглецам от войны и преследований по всему миру, к сожалению, присоединились миллионы граждан Украины. Потому что случилась оккупация, потому что нас забирают Донецк и Луганск постоянно, и поэтому постоянные жители приезжают, и они в поисках работы, они в поисках заботы, и, конечно, они попадают больше всего под этот риск. Это все новости к этому часу. Чтобы знать больше, смотрите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Мавилем Мухтаровой в 2 часа дня. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших выходных.